Правдивость, ситку. Смысл правдивости. Поистине правдивость, ситку — опора мирида, его порядок, культура и совершенство. Правдивость — степень, следующая за степенями пророчества. И самое малое в правдивости — это чтобы твои тайные и явные деяния соответствовали друг другу. Существуют также сиддики, те, кто правдивы во всех своих словах, действиях и состояниях. Знайте, что правдивость — это внутреннее и внешнее соответствие истине. Поэтому правдивый человек, сиддик, это тот, кто благодаря праведности своего сердца не обращает внимания на то, что из сердец людей исчезло уважение к нему. Истинный праведник, сиддик, не любит, чтобы люди замечали даже малую талику из его добрых деяний и не относится с ненавистью к тому, что люди могут заметить какие-либо его дурные деяния. Имам Аль-Джунайд сказал: «Правдивость — это способность говорить правду даже тогда, когда тебе без лжи попросту не спастись. Ведь ложь отвергаема шариатом и порицаема человеческой природой». Достоинство правдивости. Поистине язык — это ценность, это достоинство человека. И тот, кто исправил свой язык, приобретает почет и уважение. В разъяснении ценности и правдивости нам достаточно следующее изречение пророка, мир ему. «Откажись от того, что вызывает у тебя сомнения, в пользу того, в чем у тебя сомнений нет. Поистине правда — это покой для сердца, а ложь вселяет сомнения». Также посланник Аллаха, мир ему, отмечал: «Воистину, правда побуждает к добру, а добро приводит в рай. Воистину ложь толкает к порочности, а порочность приводит в огонь ада». Когда у Лукмана Аль-Хакима спросили: «Благодаря чему ты достиг этой степени?», он ответил: «Правдивость речи и оставление того, что меня не касается». Ученые-богословы сошлись во мнении, что спасение нафса заключено в правдивости, хоть это и навлекает на человека трудности, а порой даже и наказание. Они отмечали: «Придерживайся правдивости, ибо там, где ты боишься, что она тебе навредит, она принесет тебе пользу. Оставь ложь, ведь там, где ты ожидаешь получить от нее пользу, она тебе обязательно навредит». Как бы торговец ни полагал, что, солгав, хорошо продаст свой товар, он сильно ошибается. В предании от сподвижников говорится: «Не обеднеет правдивый торговец». Вред лжи. Пророк, мир ему, предостерегал от лжи, разъясняя нам то, что мусульманину может быть присуще множество порицаемых качеств, но только не ложь. Поистине, мусульманин не лжет. Абу Дарда спросил: «О посланник Аллаха, мир тебе, может ли верующий украсть?» Пророк, мир ему, ответил: «Может». Тогда Абу Дарда снова спросил: «А может ли верующий совершить прелюбодеяние?» На это пророк, мир ему, ответил: «Да, даже если бы Абу Дарда хотел обратного». Сподвижник спросил: «А может ли верующий солгать?» Пророк, мир ему, ответил: «Измышляет ложь тот, кто не уверовал». В другом предании говорится так: «Нет, измышляют ложь лишь те, которые не уверовали». Пророк, мир ему, особо предостерег тех, кто лжет на собраниях людей с целью вызвать у них смех. Он сказал: «Беда тому, кто рассказывает, чтобы рассмешить людей, и при этом лжет. Горе ему, горе ему». Посланник Аллаха, мир ему, также разъяснил и то, что ложь допустима только в 3 случаях: на войне, ибо война — обман; тому, кто примиряет 2 людей; и тому, кто желает помириться со своей женой. И нет сомнения в том, что ложь — это врата ко всем грехам. Ведь лживость — это самое отвратительное качество.
Рассказывают, что к пророку, мир ему, пришел один человек и сказал ему: «Я попал в беду из-за совершения 3 грехов – лжи, прелюбодеяния и употребления алкоголя. У меня не хватает воли избавиться от них». Тогда пророк, мир ему, сказал ему: «Откажись от лжи», после чего тот ушел. Когда же этому человеку захотелось совершить прелюбодеяние, то он сказал про себя: «Я совершу грех прелюбодеяния, и потом пророк, мир ему, спросит меня, совершил ли я его. Если я признаюсь, то он накажет меня 100 ударов, а если солгу, то нарушу обещание». Так он отказался от этого греха. Но вскоре ему захотелось испить вина, и вновь он задумался и отказался от этого греха. Затем он осознал, что в основе всех грехов лежит ложь. Мухаммад ибн Аль-Харави говорил: «Самыми большими бедами для человека являются 2 качества: отказ от правды, зная награду за нее, и произнесение лжи, зная наказание за нее». Высказывание о правдивости. О правдивости и ее величии сказано много драгоценных слов. Вот некоторые из них. Первое. Шакик аль-Бальхи говорил: «Пример правдивого, честного мюрида подобен примеру человека, который посадил финиковую пальму и боится, что на ней вместо плодов вырастут колючки. А пример лживого мюрида подобен примеру человека, который посадил колючий кустарник и ждет, чтобы тот приносил финики». Второе. Когда Абу Аль-Фатха Аль-Мусили спросили о правдивости, то он засунул руку в жаровню кузницы, вынул оттуда раскаленное железо и положил его на свою ладонь, сказав: «Вот что такое правдивость». Третье. Также было сказано: «Правдивый — это тот, кто готовится к своей смерти, не стыдясь раскрытия какой-либо своей тайны». Всевышний Аллах сказал, смысл: «Желайте смерти, если вы правдивы». Сура Аль-Джума, аят 6. Если раб честен, искренен в своей подготовке к смерти, то в какое бы время ни наступил его смертный час, он не будет испытывать чувство тревоги, так как ему не за что стыдиться перед Всевышним Аллахом. Четвертое. Зуннун аль-Мисри сказал: «Правдивость — это меч Аллаха, и на чем бы ни испытывали его, он все разрубит». Пятое. Также один из ученых сказал: «У того, кто не выполняет постоянную обязанность, фарз, не принимается и обязанность, для которой указано определенное время». А когда его спросили, что же такое постоянная обязанность, он ответил: «Правдивость». Шестое. Другой праведник сказал: «Признаком лжеца являются частые клятвы, даже тогда, когда от него их не требуют». Седьмое. Также было сказано: «Не почует даже запаха правдивости тот человек, который льстит самому себе или другим». Восьмое. Словам Всевышнего Аллаха смысл: «О верующие, бойтесь Аллаха и будьте справедливыми» Сура Ат-Тавба, аят 119, было дано такое разъяснение: «О верующие из числа людей Писания, будьте справедливыми мусульманами, то есть преуспевайте на этом свете в вере посредством правды, и завтра, после смерти, окажетесь в раю вместе с правдивыми мусульманами». Девятое. Ученые также говорят: правдивость — это высшая степень благих состояний. Это значит пребывание в одном состоянии как внутренне, так и внешне, что бывает крайне редко, и это не зависит от того, находится человек в уединении
или же среди людей. Правдивость бывает как в словах, так и в духовных состояниях. Это наиболее совершенный ее вид. Шейх Ахмад Хаджи Абдуллаев, муфтий Дагестана. Благонравие праведников.